Добрый день, дорогие товарищи. В прошлом нашем ролике мы с вами рассмотрели, как жертв геноцида переписывали, как Игорь Кузнецов переписывал жертву геноцида на счет НКВД в Мосяковщине. Теперь мы с вами посмотрим, изучим, откуда взялись жертвы НКВД в Дроздах. На карте это место помечено дачей ОГПУ. И вот, чтобы, так сказать, расчеловечивать органы ОГПУ, они же потом НКВД стали, вот Кузнецов говорит, там лежат ахвяры НКУС, там лежат жертвы НКВД, и нарисовал на карте большой такой овал, дескать, вот там они есть. Ну вот вопрос. Для начала разберем, а может ли это место обеспечить секретность проведения захоронений этих самых жертв НКВД, потому что одним из основных условий приказа 00447 являлось проведение захоронений в большом секрете. То есть все, и расстрелы, и время расстрела должно быть все засекречено, что, в принципе, мы сейчас и видим. Так вот, к слову сказать, в Дроздах когда-то был дом отдыха молодежи. Это комсомольский дом отдыха. И он располагался рядом с этими дачами ОГПУ. Ну, соответственно, сами понимаете, что молодежь есть молодежь. Она может уснуть в 12 ночи, в 4 утра, а может вообще только утром прийти спать, потому что, дело молодое. Соответственно, где-то провести рядом с домом отдыха секретное захоронение тоже практически невозможно. Если вы сейчас будете ездить по проспекту там Пушкина, по-моему, и посмотрите, видны новинки, видны рядом территория, то есть обозрение на несколько километров. Куда посмотришь, все видно. Потому что там было ровно поле, это был совхоз имени Крупской. На поле, которое просматривается со всех сторон, тоже захоронение сделать невозможно в секрете. Ну так вот, откуда они взялись? Значит, когда в 1944 году работала комиссия, она нашла так называемый ручей крови погибших. Что-то было. Это была канава, вырытая когда-то для водопровода, которая должна была обеспечить Минск. Ну, не успели провести водопровод, и немцы эту канаву использовали для захоронения людей. За 2 недели они настреляли порядка 10 тысяч человек в этой канаве. Как происходили эти расстрелы? Как только немцы оккупировали город Минск, они для регистрации дали объявление, что собирают все мужское население от 16 лет до 50. Собрали все это население и в Дроздах сделали в открытом поле лагерь. Этот лагерь разделили потом на 2 части. В одной части были гражданские, в другой военнослужащие были, пленные бывшие, в смысле, красноармейцы пленные. Потом территорию красноармейцев еще раз на 3 части поделили. Одна часть была для сержантов, солдат, другая часть для офицеров и 3-я часть для высшего командного состава. Соответственно, территорию гражданского населения тоже разделили на 3 части. Одна часть была нееврейское население, вторая часть была еврейское население, и 3-я часть была евреи с высшим образованием, за исключением врачей. Так вот, ту часть еврейского населения, которая была с высшим образованием, их там 1050 человек было, их расстреляли. Потом дальше расстреливали коммунистов, работников Коминтерна, советский партийный аппарат, списки были, и всех их расстреливали, так сказать, фильтровали. Это та часть информации, которая была у Государственной чрезвычайной комиссии. То есть вот этот ручей крови погибших 10 тысяч, это все проходило по документам. Но осталась куча воспоминаний, очень много воспоминаний осталось о том,
что же происходило в самом лагере. Значит, лагерь охраняла одна рота Айнзат группы «Б». Люди, как говорят, стояли сутками бедные, вот они были такие измученные, что только жесткое применение огнестрельного оружия могло навести порядок вот в этом лагере. То есть люди все сидели. Хочешь получить пулю, поднимаешься, и тебя расстреливают тут же. Хочешь что-то сделать, тебя опять расстреливают. То есть была очень жесткая дисциплина. Стреляли по поводу и без повода. И вот за 13 дней, там 12-13 дней, когда существовал вот этот фильтрационный лагерь в Дроздах, когда фильтровали все минское население мужское, в самом лагере было убито, умерло от эпидемии, от ранений, от голода, от жажды, умерло порядка 2000 человек. Так вот, эти 2000 человек, они были захоронены рядом вот с этим лагерем. Не в той канаве, которая была 400 метров от самого лагеря, а именно рядом с лагерем. И вот очень интересно, как этот случай описывал один из очевидцев, Короткевич такой. Он работал в районной библиотеке заведующим, и вот он писал в своих воспоминаниях, в своем письме: в лагере сотни больных, но им не оказывалось никакой медицинской помощи. Трупы умерших от голода и побоев не убирались по неделе. 21 июля комендант лагеря заставил большую группу евреев вырыть котлованы. Обратите внимание, котлованы написано во множественном числе. Когда ямы были готовы, евреев связали и бросили в яму. Затем фашисты приказали белорусам, находившимся в лагере, засыпать евреев землей. Все белорусы, как один, наотрез отказались выполнять это чудовищное приказание коменданта. Тогда рассвирепевшие фашисты из пулеметов расстреляли 45 евреев и 30 белорусов. Каждый вечер комендант лагеря отбирал по спискам людей, и утром их расстреливали в 200 метрах от лагеря. То есть мы видим, что на территории лагеря Дрозды существует очень большое, по крайней мере, существует захоронение, которых вот этих 2000 людей, которые погибли в ходе фильтрации. Далее, кроме того, что расстреляли тогда вот в июле месяце, был еще интересный случай, когда немцы уничтожали больных в Новинках, психколонии Новинки, которая находится в нескольких километрах от этих дач ОГПУ, или так называемого, как Кузнецов называют, место, где евреев расстреливали, в смысле, где НКВД расстреливали людей. Так вот, немцы проводили испытания газовой машины, Газваген, на стадии проектирования с помощью вот на этих вот психически больных людей. Их в Новинках запирали по 30 человек в баню, подводили туда выхлопные трубы, шланги от выхлопных труб подводили и включали двигатель, и фиксировали, сколько времени нужно травить выхлопными газами людей, чтобы они все померли. То есть вот там было порядка 150 человек, да даже, по некоторым показаниям 198-200 было. И вот их по 30 человек загоняли, травили в этой бане, а потом трупы увозили, опять же, в совхоз имени Крупской, и там хоронили. То есть получается еще целая масса захоронений, порядка 200 человек, опять же, там находится. То есть, далее, когда в 1946 году шел судебный процесс над немецкими преступниками, когда вот их вешали потом 16 человек, так вот, во время вот этого процесса судили генерал Герц, такой был, который возглавлял СД Беларуси. И вот он давал показания, в которых говорил: да, в Дроздах мы расстреливали
очень много людей, а в аэропорту там расстреливали меньше. То есть получается еще целый пласт информации, который был не учтен Чрезвычайной государственной комиссией в 1944 году в ходе расследования. И вот все вот это вот масса захоронений, которые не ушли во время комиссии, которая находилась фактически под птицефабрикой, а когда строили птицефабрику, нашли одно захоронение. Вот из всей этой массы, когда рыли котлован под административное здание, было найдено только одно захоронение. Остальные до сих пор ждут своего обнаружения. Так вот, эти вот захоронения, которые сейчас ждут обнаружения, Игорь Кузнецов с легкой руки назвал жертвами НКВД. Их будут находить, да, их будут находить. Будут эти стройки, да, будут находиться вот эти кости. Их будут тысячи, этих костей. Но уже заранее Кузнецов объявил, что это жертвы НКВД. А в подтверждение я хочу напомнить о той справке, которую выслали Комаровскому из института Яд Вашем, о том, что в Дроздах никаких жертв геноцида, никаких евреев там не расстреливали. Вот так вот, дорогие друзья. До свидания.